Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на нашем вебинаре по организации коррекционной работы с дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности в условиях удаленного доступа. И я представляю сегодня опыт работы детского сада номер 8 города Сыктывкара. Зовут меня Семтомова Светлана Ильгизовна. Я являюсь заместителем директора по научно-методической работе. Очень рада видеть всех, кто меня знает. Всем привет! И, значит, мы начинаем. И нашла, в процессе работы на удаленке, изучили очень много разных материалов, вебинаров по именно дистанционному образованию. И очень понравилась фраза такая, вот кризис коронавируса дал новое направление в педагогике. И в любое непростое время для нас открываются новые возможности. Это время, когда человек в силах найти внутренние и внешние ресурсы. Чтобы увидеть эти возможности, это и есть готовность к переменам. Пандемия вирусной инфекции самым неожиданным образом всколыхнула профессиональное педагогическое сообщество. Традиционные методы контактного обучения стали не просто временно недоступны, они стали недоступны в условиях карантина. Не секрет, что для каждого педагога стало неожиданным закрытие детских садов на неизвестный срок. Особенно длительное закрытие могло сказаться на наших детях с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями. И здоровье и развитие наших маленьких подопечных теперь напрямую зависит от нашего с вами выбора. Любые паузы в занятиях для детей с ОВЗ приводят к неминуемым последствиям. Почему было заявлено в теме нашего вебинара именно удаленный доступ? Здесь нужно сразу остановиться. Есть понятие дистанционное образование, дистанционно-коррекционное развивающее обучение. Терминология на слайде представлена. Если вы внимательно посмотрите и прочитаете, то, конечно же, увидите, что дистанционное образование, оно подразумевает осуществление образовательной услуги с помощью специализированной информационно-образовательной среды на любом расстоянии от учреждения образования. И дистанционное коррекционно-развивающее обучение, это тоже использует разные платформы, онлайн-обучение. А для современных детских садов в данных условиях создание платформ онлайн-обучения, оно фактически невозможно. Но онлайн-обучение мы все знаем, да, что это когда с одной стороны экрана сидит педагог, с другой стороны экрана сидит воспитанник, и они между собой взаимодействуют и видят друг друга. И повторяет воспитанник конкретно за педагогом то, что произносит, то, что хочет от него педагог. Поэтому мы так посчитали, что это все-таки у нас будет обучение воспитанников в условиях удаленного доступа. Но в ходе нашего вебинара будет все равно прослеживаться в некоторых местах дистанционное образование, потому что это уже как такая фраза, которую употребляют все. И вот необходимость дистанционного образования конкретно для детей с ограниченными возможностями здоровья тоже представлена на слайде. Как я уже до этого говорила, что если прервать занятия с нашими детками, с тяжелыми детками, с ментальными, речевыми нарушениями, с аутизмом, они просто могут забыть то, чему их учили. И, наверное, вот с уверенностью могу сказать, что практически каждый педагог-коррекционщик, будь то это либо учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, либо это будет у нас просто воспитатель. Все те, кто работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья и были озабочены, среди моих коллег тоже была эта озабоченность, когда мы вышли на дистанционку, все говорили, как же так, потеряем все, что мы наработали за этот год, еще 2 месяца реализации образовательной программы, мы не успеем, мы не можем, дети все забудут. Вот. И буквально после 2-3 дней самоизоляции
У нас на сайте появилась вкладка «Сидим дома», и мы со специалистами попытались наполнить эту вкладку рекомендациями для родителей. Что делать, как заниматься. Ну, чисто рекомендации были для родителей. И одновременно вот у всех педагогов встал вопрос организации дистанционного образования, как мы тогда это называли, как и что. Вот вопросы, которые возникали, они представлены тоже на слайде. Самый вопрос был главный как. Мы понимали, что с детьми с нарушениями речи невозможно логопеду работать дистанционно, не взаимодействуя с ребенком. И в связи с этим нами были тоже просмотрены большое количество вебинаров, были изучены разные курсы. И вот очень понравился курс Олеси Станиславовны Жуковой. Он называется «5 шагов к овладению навыками дистанционной коррекционной работы». Основные даже вот выдержки из этого курса я представила на слайдах, которые были до этого. Я могу порекомендовать всем своим коллегам. Здесь, конечно, в большей степени для учителей логопедов этот курс предусмотрен, но и учителя-дефектологи тоже могут оттуда взять очень много интересного. Очень много игр, которые можно использовать в дистанционной работе. Вот там тоже был один из таких пунктов в предыдущем слайде, да, где взять материал. Вот здесь можно материал взять. И они также дают очень много разных ссылок на разные интернет-порталы, где можно получить доступ к разным материалам по работе с детьми. Также можно здесь, если использовать эти материалы, то я думаю, что работа будет эффективной. И трудности в осуществлении вот этого нашего дистанционного образования, они были у всех. Трудности у педагогов были сначала вопросы, трудности появились у родителей. То есть здесь обязательно должны быть технические возможности в семье. Должен быть компьютер, принтер, интернет с хорошей скоростью для того, чтобы можно было вовремя получать задания, как-то выполнять эти задания и отправлять ответы, как бы мини-отчеты. Должна быть соответствующая, развивающая предметно-пространственная среда дома. То есть перед тем, как начать занятия, педагог дает рекомендации родителям, что должно быть у них, какие игры, игрушки. Вот. Не всегда получается так, что игровая среда дома может соответствовать теме занятия. Рекомендуется родителям знать приемы и методы коррекционной работы. Ну, я могу сказать, что вот в нашем детском саду родители очень образованы в этом плане и владеют приемами и методами коррекционной работы очень хорошо. И очень много ездят в разные медицинские центры, занимаются в центрах развития, и приемы коррекционной работы они знают и понимают. И должна быть высокая мотивация у родителей к занятиям в режиме удаленного доступа. Я думаю, что многие родители, конечно же, сейчас понимают, что если нет занятий, значит, очень трудно будет и им, и очень трудно будет детям. То есть дети не получат, не закрепят то, что они знали, те навыки, которые они получили в течение года. И сейчас даже уже вперед забегая, скажу, что родители у нас немножечко переживают, что летом они остаются без заданий, потому что все педагоги уходят в отпуск. Вот даже сказали, а что же мы будем делать, как же мы будем жить без ваших заданий. Трудности дистанционного образования для детей в целом. Дистанционное образование предлагает высокий уровень развития у детей высших психических функций, речи, мышления, внимания, высокую скорость реакции. То есть это качества, которые чаще всего для наших деток с нарушениями в развитии, они проблемные. То есть не все дети обладают этими качествами. И также должен быть сформирован ситуативный, элементарный познавательный интерес к компьютеру.
То есть дети замотивированы к выполнению предлагаемых заданий. Ну, по поводу вот последнего высказывания, я тоже чисто из личных наблюдений за детьми, посещающими наше учреждение, я могу сказать, что да, у них интерес к компьютеру и другим гаджетам присутствует, и даже очень он высокий, этот интерес. Так, дальше у нас сложности дистанционного обучения дошкольника. Вот поведение ребенка. Ребенку трудно усидеть на месте, мы все это знаем, поэтому, конечно же, и задания предлагаемые должны сменяться и физминутками, и другими видами деятельности. Низкая мотивация самих родителей, но это снова уже вот мы повторяемся, что если мотивации у родителей нет, что если им все равно, то и не получится работы, которую мы планируем. И специфические индивидуальные особенности ребенка, о них мы скажем немного позднее. Сложность режимных моментов, потому что в семье определенный режим уже сложился, и вот если выходить конкретно на дистанционное обучение, когда онлайн-обучение идет, то здесь педагогу надо подстраиваться под режимные моменты ребенка. Если идет такое обучение, как у нас, на удаленном доступе, то уже родитель может использовать те материалы, которые он получает в любое время, когда ребенок готов заниматься, когда он не спит, когда они пришли или после прогулки, или до прогулки. Вот. И еще такая тоже фраза, такое как высказывание, степень психологической устойчивости родителей. Не секрет, что сейчас, когда родители оказались один на один со своим ребенком и вынуждены еще его чему-то обучать с помощью, конечно, воспитателей и специалистов, то это родители испытывают затруднения, быстро выходят из себя. То есть вот степень психологической устойчивости, она играет большую роль. Так. Для того, чтобы работать на компьютере, ребенок тоже должен быть готов. И вот предложили на вебинаре у Елецкой вот такую диагностику определения готовности детей к работе на компьютере. Существует книга «Информационные технологии в специальном образовании», издательства «Владос». Там можно очень подробно про это прочитать и изучить, как продиагностировать, готов ли ребенок работать с компьютером, заниматься на компьютере. Потому что не секрет, что есть детки, которые используют компьютер в качестве, может быть, как телевизора, просто трансляция. Вот. Ну, вот по дистанционному образованию школьников было, конечно же, были разные приказы, постановления, а по образованию дошкольников по дистанционному у нас на уровне Министерства просвещения приказов никаких не было. Но вот в каждом учреждении директор сам издает приказ о дистанционном образовании, назначает ответственных за это образование, определяет задачи перед воспитателями и другими педагогами. У нас такой приказ тоже был издан. И мероприятия по созданию условий для реализации адаптированной основной образовательной программы были предприняты. Это был первый шаг. И очень большую помощь оказали именно в создании вот такой модели, можно даже сказать. То есть что мы должны сделать? Это были методические рекомендации управления образования по работе с детьми в режиме удаленного доступа на дистанционном обучении. Вот. Эти рекомендации, конечно, очень помогли, я так думаю, что всем сотрудникам детских садов, которые у нас, детские сады в городе есть. Потому что в таком виде работы существовали вот эти 2 месяца все дошкольные учреждения города Сыктывкара. И вот первый шаг, мероприятия расписаны, это и корректировка расписания образовательной деятельности. Здесь нам нельзя забывать о том, что несмотря на то, что в подготовительной группе 3 занятия в неделю у нас идет по расписанию занятий в детском саду, и работа на компьютере, ребенок может не больше 10-15 минут в день работать, и, конечно же, мы занятия сокращали.
10 минут занятий, и потом уже идут мероприятия по формированию физических каких-то навыков, по развитию двигательной активности. Вот. Дальше идет разработка информационно-методических материалов, подбор вебинаров, семинаров по теме, но это уже чисто методическая работа. Разработка конспектов и сценариев мероприятий. Да, у нас сначала педагоги начали, разрабатывали конспекты занятий, которые выкладывали для родителей. Сценарии мероприятий тоже они это все осуществляли в процессе деятельности. И вот, как я уже сказала, обязателен учет СанПинов, то есть соблюдение режима дня и продолжительности занятий, и количество занятий не должно превышать нормативы. Консультации для родителей. Консультации для родителей происходили в нашем учреждении в основном через сайт, где выкладывались какие-то рекомендации, и через группы ВКонтакте тоже воспитатели консультации давали. Список произведений художественной литературы на сайте был размещен. Подбор электронных образовательных ресурсов, рекомендованных для использования родителями с детьми. Так, вот это был первый шаг. И уже совсем недавно нашла такие рекомендации, мероприятия, которые было необходимо провести, но которые в процессе всей суматохи, когда мы вышли на карантин, они были, но они были не в таком полном объеме, как это должно было быть. Мы не знали, что мы уйдем на карантин, мы не знали, что у нас будет 2 месяца этот длинный режим самоизоляции, поэтому мероприятия такие, которые указаны на слайде, я думаю, что на будущее мы, наверное, уже в полном объеме их реализуем, как полагается. Если вдруг такое окажется, что мы попадем снова в режим самоизоляции. Вторым шагом была работа педагогов на сайте. То есть мы же тоже не сразу пришли к тем формам работы, которые у нас были, к тем занятиям, которые наши педагоги проводили. Именно получается, что сначала мы шли, получается, сидим дома, детский сад онлайн, была создана страница детский сад онлайн. На слайде видно, что мы выкладываем информацию для родителей, даем рекомендации. Потом у каждой группы были созданы группы ВКонтакте. Мы уже эту необходимость почувствовали практически сразу, когда сайт не может вместить всю информацию, которую мы хотели бы разместить. И тогда для каждой группы своя группа ВКонтакте. Это помимо тех групп, которые существовали у них в процессе всей деятельности образовательной, где общались родители между собой, где педагоги с ними общались, какие-то фотографии с мероприятий выкладывались. Когда были стандартные группы. Здесь были конкретно созданы группы для обучения в режиме онлайн, в дистанционном режиме, в режиме самоизоляции. То есть с сайта можно было попасть к каждой группе. Но даже здесь некоторые родители приняли решение группы не открывать. Большинство групп было открыто, но те группы, которые оказались закрытыми, они просто нам посылали воспитатели отчеты, как они работают. Дальше тоже на сайте была выложена копилка педагогических идей. Это были рекомендации для родителей. И у нас на сайте также у каждого специалиста выложена своя ссылка на страничку, где специалист отдельно выкладывает тоже свои разработки, рекомендации. И получается дальше. Третий шаг, когда создали группы ВКонтакте для дистанционной работы. Здесь небольшие скриншоты. В конце нашего, завершения нашего дистанционного образования мы разместили анкеты, тоже онлайн-анкеты. В каждой группе была размещена такая анкета для родителей конкретно этой группы. И все ответы на анкету, они помещались в определенном месте в Google форме. И потом уже можно было просмотреть удовлетворенность родителей всем и образованием,
ведением образовательной деятельности в детском саду, условиями, которые созданы. И также там были вопросы о работе на удаленном доступе. Отзывы мы получили довольно высокие о работе вот в таком режиме. И вот пути обучения на удаленном доступе педагоги у нас выбирали самые разные. Если вот я просматривала практически все группы, у меня везде был доступ во все группы, и, конечно же, мы видели, что некоторые педагоги просто прямые ссылки использовали на сайты для детей, когда находили что-то интересное, кидали ссылку и без комментариев, без ничего. Такое тоже было. Потом, спустя какое-то время, все стали уже давать ссылки с объяснениями и заданиями. И самостоятельные разработки педагогов в виде презентаций, конспектов занятий, они тоже присутствовали. И самым большим таким, я считаю, достижением, может быть, успехом нашей работы в дистанционном формате, это явилось то, что педагоги стали снимать видеоролики занятий. Вот. Почему же у нас, вот мы пришли к этому, к нашим видеороликам. И если посмотреть чуть-чуть на следующий слайд, мы видим вот на том курсе, который мы изучали, было вот заявлено, что занятие дистанционно подходит не всем детям. Да, оно подходит не всем детям. Да, детки с тяжелыми множественными нарушениями развития, для них очень тяжело воспринимать дистанционную работу. Для детей с аутизмом заявлено здесь было тоже, что да, тяжело. И наши первые опыты, когда мы просто, воспитатель выкладывал конспект занятия для родителей в группе СТМНР, они ни к чему не привели. И тогда просто мы решили начать снимать ролики. И ролики, которые мы снимали, очень размещались в группах ВКонтакте, и родителям и детям они очень нравились, эти ролики. И вот сейчас мы с вами посмотрим несколько таких видео. Как нам их посмотреть теперь? Скажите мне, пожалуйста. Ролики. Я прямо на ролик перехожу. Хорошо, все, я нашла. А вот помните вот этот, который мы хотели выложить на... Ага. Мы сейчас с вами посмотрим конспект, не конспект, а ролик занятия в удаленном доступе, которое проводила учитель-дефектолог, учитель-логопед в группе для детей с расстройствами аутистического спектра. Многим, конечно, может показаться, что это довольно простое элементарное занятие, но детки очень с большим удовольствием смотрели его. У нас небольшие технические проблемы, мы приносим извинения, потому что я немножко недопонимала, что нужно. Да, вот это, да. Это называется занятие «Волшебная коробочка». Вот. Мы сейчас его посмотрим. Надежда Николаевна Рожицына у нас это занятие проводит. Она у нас специалист по работе с детьми с аутизмом, как раз работает в этой группе. И просмотры этих роликов, мы сначала не могли понять, почему у нас в этой группе было по 40, по 50 просмотров роликов. Но оказалось, что мы потом поняли, что смотрят несколько раз в день, родители включают, дети сидят и получают истинное удовольствие от... Ну и получают образование еще тоже, я так думаю. Есть. А хотите узнать, что в ней находится? Давайте постучим. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. По коробочке стучу. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Заглянуть туда хочу. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Что же? Там в коробочке. Ой, посмотрите, какое дерево. Дуб-дубок. На опушке стоит дуб, чуть колышется, а на дубе пиу-пиу еле слышится. Птичка
прилетела, пиу-пиу-пиу, на веточку села, пиу-пиу песенку спела. Помогайте птичке петь. На опушке стоит дуб, чуть колышется, а на дубе пиу-пиу еле слышится. Синяя птичка прилетела, на веточку села, пиу-пиу песенку запела. Подпевайте, ребятки. Пиу-пиу. На опушке стоит дуб, чуть колышется, а на дубе пиу-пиу еле слышится. Все, наверное. Да. Так, следующий мы сейчас с вами посмотрим ролик «Занятия в группе для детей ЗПР». Так, занятия в группе для детей ЗПР проводит Наталья Александровна Афанасьева, воспитатель. Здравствуйте, ребята! Здесь тоже можно увидеть, какие приемы она использует именно для детей ЗПР. Что мы с вами отправились на рыбалку. Зимой рыбу можно ловить в проруби, как это делал волк из сказки «Лисичка-сестричка» и маленькая. Летом рыбу можно ловить в реке удочкой или сетями. Ну а я принесла рыбку из магазина. Давайте ее рассмотрим. У рыбы есть голова, на которой расположены глаза и рот. Есть туловище, покрытое множеством маленьких-маленьких чешуек. Есть хвост и плавники вверху, внизу и по бокам. Повторим еще раз. У рыбы есть голова, на которой расположены глаз и рот. Есть тело, туловище, покрытое множеством чешуек. Есть хвост и плавники вверху и внизу. Запомнили? А теперь домашнее задание. Дома с мамой или папой найдите, чем питаются рыбы, и напишите мне об этом в контактах. А теперь я предлагаю поиграть. У меня есть несколько картинок. Определите, в какую сторону смотрят эти рыбки. Поменяем их местами? В какую сторону смотрят рыбки теперь? На этом наше занятие заканчивается. Жду ваших ответов. Ну вот тоже, видите, да, занятие в группе для детей с задержкой психического развития. Во-первых, очень короткое, по времени меньше 10 минут оно прошло, и был реальный предмет, реальная рыба, которую Наталья Александровна принесла из магазина. Я попытаюсь сейчас вот показать занятия с детьми с разной патологией. К сожалению, вот у меня не получилось все-таки показать занятия с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Ну, это уникальные занятия, которые у нас начала делать воспитатель в этом году.
снимает и проводит. Я хочу все эти занятия выложить на наш сайт, и я так думаю, что желающие могут посмотреть на нашем сайте, будут все видеоролики наших занятий. Может быть, кому-то пригодится, потому что зачастую для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития занятия планируют очень сложные для понимания, сложные для восприятия этих детей. А занятия Виктории Викторовны, нашего воспитателя, они как раз полностью соответствуют вот основному диагнозу детей и уровню развития, уровню восприятия, уровню актуального развития этих деток. И сейчас мы с вами посмотрим еще занятия, ну тоже мини-занятия нашего замечательного воспитателя по адаптивной физической культуре Ольги Ремовны Подоровой. Специалист уникальный просто у нас, одна единственная такая в городе. Давайте посмотрим. Сейчас мы с вами сделаем еще одно упражнение с нашим любимым киндер-тренажером. Киндер-контейнер, даже глазки на нем есть. И улыбается он, ему очень весело делать упражнения. Тонкая веревочка и ручка или фломастер, к которому веревочка прицеплена. Первое упражнение. Накручиваем веревочку. Пальчиками работаем, накручиваем веревочку. И наш киндер наверху. А теперь пальчиками работаем. Спускаем. Скрутилась веревочка, и киндер спустился. Еще раз. Накручиваем пальчиками. Покрутили, поработали пальчиками. И спустили вниз киндера. Следующее упражнение. Мы будем крутить наш киндер. Вот так. Намотали веревочку на фломастер. Так. Размотали и намотали. Самые простые упражнения, которые очень нравится выполнять детям, они способствуют подготовке руки к письму. Наматываем, разматываем и наматываем на веревочку. Следующее упражнение у нас. Можно в бокс поиграть с киндером. Ему очень нравится в бокс играть. Раз, кулачком по киндеру. 2, 3. Вот у Ольги Романовны подобраны упражнения именно вот с киндер-помощником. Она называет этот тренажер киндер-помощник. И очень много разных игр, которые вот очень интересны ребятам. 3, 4. А теперь можно щелбануть. В настоящее время на сайте выложено у нас занятия Ольги Ремовны. Там, по-моему, 6 роликов у нее стоит. Прямо вот на сайте Детский сад онлайн, на страничке. Там есть ссылка занятия с Ольгой Ремовной. 3 щелбан. О, даже перевернулся вокруг фломастера. 4. Самое главное, вот, что то, что мы говорили по развивающей среде, здесь самые элементарные вещи, которые найдутся в каждой семье. Хорошо. И еще одно упражнение. Как будто бы наматываем мы ниточку на клубок. Рука. Причем этот тренажер используют не только дети группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, но и остальные группы тоже. Я думаю, что все уже знают, сколько у нас групп, да, сколько разновидностей групп в нашем учреждении. То есть применяют воспитатели данную методику. Мастер и киндер. И наматываем. Вот какое у нас большое движение получается. И разматываем веревочку. Вот как у нас рука работает. Суставы работают хорошо. Вот какой помощник у нас. Киндер-тренажер. Ну-ка, улыбнись. Замечательно. Улыбнись, Сейчас я ребят. вот вам уже говорила, что покажу разные ролики для детей с разной патологией. У нас есть вот еще одно занятие. Мы сейчас посмотрим. Занятие по рисованию и ознакомлению с окружающим тоже в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Данное занятие проводит Карпова Галина Геннадьевна, воспитатель.
это мог быть? А вы догадались, ребята? Правильно, это птицы. Интересно, а почему же они так шумят? Почему они так поют? Да, за окном весна. Ярко светит солнце. Стало бы, на пронталинках можно найти жучков и червячков. Есть чем нашим птичкам поживиться. О чем поют все птицы, весенние деньки? Мы выжили, мы выжили, мы живы, живы мы. Выглянув в окошко, я не увидела маленькой пташки. Я не увидела маленькой пташки. Скорее всего, она улетела. Но я попробовала ее представить. Я закрыла глаза и стала представлять. Скорее всего, у нее есть тело. Конечно же, есть голова, маленький хвостик, 2 крыла, с помощью которых она летает. Конечно же, есть 2 лапки, которыми она цепко держится за ветку или передвигается по земле. На голове есть глаз, глаза и клюв. Вот такая птичка мне представилась. А что, если ее попробовать нарисовать? Попробуем? Для того, чтобы нарисовать птичку, нам понадобится краски, кисточка, водичка, обязательно салфетка для промокания кисти. Ну вот и все. Ой, нет, забыла. Самое главное. Нам понадобится окно. Обычное окно, которое есть у каждого дома. Оно сегодня нам послужит листом бумаги. Ну что, я начинаю рисовать. Обмакиваю кисточку в воду и набираю краску. Набираю краски побольше, а водички поменьше. Во время Если этого у меня занятия образовалась был лишняя вопрос, краска, что правильно, есть дома я предметы буду для практической работы или нет. начинать я буду Естественно, дома рисовать краски туловище. и Оно кисточки будет вот у всех такое детей есть. И вот это овальное. занятие проходило параллельно. Обязательно Галина Геннадьевна вообще рисовала, и красиво. дети дома на окне рисовали тоже. Ну, может быть, было отсроченное воспроизведение. Сначала посмотрели, и потом повторно включили, и уже рисовали вместе с Галиной Геннадьевной. Вот в чем хороша, получается, дистанционка, что можно несколько раз смотреть. Удаленный доступ, вот, они остаются в записи, эти все занятия в группе ВКонтакте. И правда, они смотрят по несколько раз. Занятия о рыбах, ну, здесь, я так думаю, у нас Наталья Александровна человек достаточно активный, и она просто-напросто заранее родителей могла тоже предупредить, что будет тема рыбы, и я думаю, что рыба могла оказаться дома в это время. Они могли предварительно рыбы рассматривать. Воспитатели дают задания родителям о предварительной работе, и также у нас практикуют, могут вечером, например, написать, что завтра у нас занятия на такую-то тему, должны быть, приготовьте, пожалуйста, такие-то, такие-то, такие-то материалы. Вот. То есть дети не сидят просто так, они взаимодействуют. Здесь вообще очень интересная такая картина получается. Как будто картина «Грачи прилетели» такая есть, чем-то похожа на нее. Вот у Галины Геннадьевны на Ютубе выложены ролики, то есть можно посмотреть там. Она у нас тоже очень много занятий сняла, самых интересных занятий, таких как раз для деток, для наших, для детей с патологией в развитии речи. У нее дети среднего возраста. Сейчас вот они в старшую группу на следующий год пойдут. Краски берите. Ну, конечно, здесь и дети сами рисуют. Я думаю, что родители помогают. Мне кажется, это очень интересно. Поэтому клювик у нее будет В раскрыт. данном режиме работать с детьми. Ой, краска у меня немножечко потекла. Для этого я возьму салфеточку Вот. и уберу лишнюю краску. Вот так. Какая интересная щечка у меня получилась под глазиком. Ну что, вроде моя птичка и готова.
Давайте попробуем Ну, нарисовать получается веточку, целая на картина. которой моя птичка будет сидеть. Еще у нас очень такая практика интересная, когда есть группа ВКонтакте для педагогов, и Большая, педагог, снявший высокая, ролик с занятием, выкладывает мою туда. птичку. На И этой все, кто веточке хочет, кому будет подходит по еще теме, веточки. примерно по уровню развития детей, по возможностям детей, оценивая, они могут перекинуть в свою группу этот ролик, и уже с детьми, Получилось. дети дома с родителями повторяют, делают, проводят какие-то Птица так весело интересные поет, разные захотелось вещи делают. нарисовать Очень много продуктивной деятельности тоже у нас Для находится. этого я хорошо Просто кисточку невозможно помою, сейчас все это потому что охватить, солнышко у меня вот, будет но очень много черного интересного цвета. материала мы наработали за вот эти 2 месяца. Очень хорошо помыть. И педагоги, которые вообще Убираем были даже, краску. ну, я скажу так, не в ладах с компьютером, не секрет, что есть такие педагоги, кто Добавляем ну, наше круглое отказываются. солнышко. Нам, говорят, это неинтересно. Они сейчас активно работают, активно выкладывают занятия, снимают видео. То есть вообще ну, люди очень Нашему сильно изменились за солнышку период, яркие лучики. пока была вот самоизоляция, пока у нас был режим на удаленном доступе, режим работы на удаленном доступе. Вот. Ну, я думаю, занятия мы это остановим, наверное, да? Вот. И сейчас буквально вот я покажу то, что дети для детей, в группах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата у нас педагог вот снимает вот такие ролики, например, да? Начальный звуковой анализ звука. Сейчас появится немножко позже инструкции, все, которые были. Прокрутим чуть-чуть. О, У, И, Э. И согласные звуки. При произнесении согласных струя воздуха встречает преграду, и преградой могут быть зубы, губы, язык. Вот, например, звук «м». Здесь преградой будут губы. И мы будем выполнять задание. Первое задание. Слушай звуки. Скажи, какой новый звук ты услышал? И мы с ним еще не встречались на занятиях. Внимательно слушай. А, О, М, Н, К. Ты справился? Молодец. Второе упражнение. Ты справился? Молодец. Второе упражнение. Слушаешь звуки. Называется «Кто самый внимательный?». Слушаешь звуки? Как только ты услышишь наш новый звук «к», хлопни в ладоши. Готов? Слушаем. Т, П, К, А, Еще М, послушай. Н. Готов? Г, Еще послушай. г. Готов? Г, К, Х, К, Молодец. Г, Х, К, К. Молодец. Следующее задание у нас. Определяем домик. Где же возникает этот звук, когда мы его Следующее произносим? задание у нас. Определяем домик. Где же возникает этот звук, когда мы его произносим? Звук Звучит «к». далеко, Когда мы его произносим, глубоко, рот около приоткрыт. горлышка. Звучит Как будто далеко, глубоко, около У горлышка. звука К, домик будет как будто синий. кашляем. Мы его обозначаем синим цветом. У звука «к» Ну, домик это будет тоже синий. своеобразный Мы его такой опыт обозначаем работы, синим как цветом. можно проводить занятия по обучению детей грамоте. Сейчас я вернусь к презентации. Да? Правильно я нажала презентацию? Угу. Она почему-то загрузить, да, или что? Вебинар, не вижу. Угу, все нашла.
Да, вот мы сейчас пролистаем эти странички. Изначально просто почему вышло, что не все занятия, я загрузила тоже по своему незнанию все на презентацию, но немножко не вышло. Но мы все равно посмотрели. Вот у Карпа Галины Геннадьевны здесь ссылки на занятия на Ютубе. У нее 2 занятия. Одно из соленого теста занятие гнездо, и второе рисование на окне птичка. И у нее еще замечательные сказки-шумелки, как весна солнышко будила. Это вот, к сожалению, ВКонтакте нам не попасть туда, не посмотреть. И разноцветный дождик она проводила, такой опыт, тоже ВКонтакте. Ну, это опытная деятельность уже. И вот постепенно мы подошли, наверное, к такому итогу, да. Какие проблемы были, мы озвучили. Я думаю, что данные проблемы, наверное, возникали у всех педагогов, которые работали вот в данном режиме. И подводя итоги, мы пришли к такому выводу, что да, конечно, все владеем компьютерными технологиями, все умеем и создавать презентации, и снимать что-то, какие-то видеоролики, но все-таки повышение профессиональной компетентности в области ИКТ и электронных образовательных ресурсов, дистанционного обучения воспитанников для наших педагогов оно необходимо. И мы поставили на следующий год в годовой план это одним из направлений методической работы. И, конечно же, у нас изъявили желание педагоги научиться работать на разных платформах, потому что был опыт работы на платформе Zoom, но с нашими ребятами не получилось, с группой ЗПР. Просто-напросто ребенок, когда увидел воспитателя, он вообще работать не стал, он очень обрадовался, начал показывать, какой он красивый, хороший. Вот. Но не получилось. Ну, значит, нужно искать другие какие-то виды. И перейти все-таки вот именно как раз на дистанционное онлайн-обучение, попытаться начать это делать, совершенствовать знания и умения родителей в данной области. Потому что с родителями тоже надо работать, и мы увидели, что да, нужно их тоже учить, так же, как и нам самим учиться. И у нас детки наши очень часто бывают на лечении. В течение года, некоторые бывают несколько раз, бывают лечения длительные, операции, обследования, просто болезни. И в результате этого вот программа адаптированная образовательная, которая разрабатывается на одного ребенка, как правило, это дети сложные, которые бывают на лечении, она реализуется не в полном объеме. И может быть, вот разработать приложение к этой программе, которые бы в дистанционном формате помогли нам ее реализовать, помогли организовать полноценную коррекционную помощь нашим воспитанникам. Давно уже у нас была такая идея создать видеотеку занятий, но вот сейчас мы начали ее создавать. И именно видеотека для детей с тяжелыми нарушениями развития, и для детей, посещающих консультационный центр при нашем учреждении, это тоже очень необходимая вещь. И у нас технология Круг реализуется уже на протяжении многих лет в группах для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, для детей с расстройствами аутистического спектра. И тоже мы не можем позвать на эти занятия кого-то со стороны, показать, как мы проводим эти занятия. И я думаю, что тоже видеотека, у нас уже тоже она начата, начата эта видеотека, есть занятия, особенно в группе для детей с расстройствами аутистического спектра, но мы хотим расширить эту видеотеку для того, чтобы могли поделиться со всеми педагогами, кому это интересно, у кого в группах есть такие детки. Есть детки с расстройствами аутистического спектра, есть дети с тяжелыми множественными нарушениями речи. Поделиться, как работать с этими ребятами, какие методы и приемы использовать. Что не все, что приемлемо в общеобразовательных детских садах, проходит в работе с этими детьми. Мне было очень приятно рассказать вам наш опыт работы. Я думаю, что все вы на местах, в своих учреждениях работаете интересно, творчески. И тоже сделали очень-очень многое за этот период. Нам было бы интересно услышать и ваш опыт тоже. Большое спасибо за внимание. Господи, вроде как и ничего. Да? А я же нажала его, выключила.
Что, записалась, да? Да.